Zerofimazei zazajlar zigi. Остаю кому абзе пошло хочет шо дыхара Аллаха шагера хар спитал хочет сот. Добро пожаловать наши братья, которые с Северного Кавказа сегодня посетили нас. Хочу начать с поздравлением наших детей, с презентации. Зеленый свет вам. Желаем вам удачи. У нас хочу озвучить пару вопросов, которые интересуют наших детей. Когда касается учебы наших детей, инвалиды войны обладали льготами для поступления в вузах, но так как мы все уже больные чуть-чуть в силу возраста и так далее, мы не воспользовались такой возможностью, но хотим, чтобы воспользовались наши дети. То есть я сталкивался в 2020 году, когда начинал работу в АГУ, наш государственный университет, бывало, что платили деньги наши дети. Но вскоре пополам, так скажу, с руководителями мы поговорили, друг друга поняли, начали писать письма, чтобы не платили наши дети, погибшие дети, инвалидам первой группы, инвалидам второй группы 50% скид. Это, говоря человеческим языком, разговорами, мы добились этого, чтобы так было. Но хотелось бы, чтобы это все было на законном основании, чтобы наши дети могли достойное образование получить, мы должны все вместе стараться помочь им в этом. Второй вопрос. В вузах учатся наши дети, в том числе за пределами Республики Абхазия, но бывает, что они обращаются во все инстанции, чтобы оплатить им учебу. И в том числе к нам приходят очень многие ветераны, которые просят, чтобы мы оплатили как-нибудь за их учебу. Но так как мы не можем это сделать, мы потом просим другие инстанции, которые могут это сделать. Что хотелось бы сказать о создании этой организации. Дети наши видят, что мы все разобщены, как здесь Феликс Лауте выступал, сказал. Мы все, конечно, любим красиво все говорить, но иногда надо свои ошибки тоже громко говорить. Так как я столкнулся, работая в этой организации, со многими проблемами, даже иногда хочется, так, знаете, где никто не видит, иногда в парк славы прихожу, во время войны не могли плакать, а сейчас плачем из-за того, что мы потеряли лучших из лучших. Но мы должны понимать, что нас специально разъединяют, мы это все прекрасно понимаем, когда мы вместе сидим, все друг друга любим, уважаем, ценим, красивые слова говорим. Но, однако, когда доходим до каких-то дел, потом начинается это мой, это не мой, это беда. Я думаю, что если мы не смогли упустили такой возможности объединения, хотя мы знаем, что во время войны мы все были вместе и делили кусок хлеба. Кусочек могли делить на 100 человек, а сейчас пирог не можем поделить на 2 человека. Ну, это наша беда, в том числе и, наверное, виноваты мы, ветераны, как беда. Я согласен с этим, но я так думал, когда война закончилась, что в молодом возрасте, которые прошли войну, что ими будут заниматься государство, лечить их, смотреть за ними. Никогда не предполагал, что нам придется когда-либо заняться вопросом нашей страны, нашего государства, отстаивать еще раз. Когда мы знали одно направление, где враг, а сейчас мы не знаем, где наши враги. Вокруг, везде. То есть хотелось бы, так скажу, попросить, чтобы мы все поняли, что если мы не объединимся, мы потеряем свою страну, свое государство, которое ценой жизни наших братьев, до 3000 человек, которые отдали жизнь, наверное, мы к ним отнеслись несправедливо. Я так считаю. Извините меня, конечно, но мы все живые, 30 лет у нас уже дети выросли, вон какие большие дети, да? Бог нам дал такую возможность, подарил счастье. А им, они умерли, их мамы по 5000 получают, и все, забыли про них. Приходим, наверное, когда возложение, праздники и так далее. Наверное, извините, что я так грубо могу говорить, но я особо не публичный человек, я от души говорю. Для камеры
выходим, чтобы нас показали по телевизору, что мы туда пришли. Как развернемся, мы их забиваем. Забыли про их мам, про их детей. Я очень много сталкивался с детьми, которые плачут, мамы плачут, приходят, говорят, нас заставляют платить деньги за учебу. Ну, потом начинаются телефонные звонки, кое-как решаем вопросы с горем пополам, но я надеюсь, с помощью наших детей эти вопросы будут решены. Я извиняюсь, что хочется многое сказать, но не хочу ваше время тоже отнимать, но если, еще раз повторяю, если мы не закончим твой мой, мы потеряем страну, то, чего мы добивались 30 лет ценой наших братьев. Я вас очень прошу, мы все братья, сестры, вы здесь все родственники, я уверен. Если начнем спрашивать, мы найдем друг у друга, какие мы родственники. Наши братья-добровольцы, которые, я вспоминаю тот момент, когда в начале войны я оказался в Керченском штабе, случайно. Когда я услышал, я сегодня это говорил, что перешли в горы наши братья-ветераны, наши братья-добровольцы, я просто закричал, мы победили. Я уверен был, что они нас не оставят в беде, но когда я это услышал, я понял, что мы выиграли войну. То есть это был огромный дух лично для меня. Я понял, что я всемогущий. То есть я себя так почувствовал. Что хочу сказать братьям из Северного Кавказа. Много чего по отношению к ним, наверное, мы упустили, то же самое, как мы упустили все остальное в Абхазии, да, касаясь государства. Но, несмотря ни на что, в семье можно и поругаться, и обидеться, но когда семья есть семья, мы прощаем друг другу все. Не дай Бог, чтобы понадобилась такая помощь, чтобы еще раз вы сюда пришли. Вы должны сюда приезжать только для отдыха, только чтобы увидеться со своими братьями и так далее. Хочу еще раз пожелать нашим детям правильного пути. Я уверен, что они будут стараться. Мы долго отбирали, так скажем, наших детей, которые с разными профессиями. Они уже не дети, сами видите, да, они для нас всегда будут детьми, но они уже выросли, и мы должны правду передать кому-то, то есть нашим детям, которые расскажут своим детям правду. История еще узнает своих героев, но, как всегда, история только через 100 лет, через 200 лет, наверное, начнут понимать, что было сделано нашими ребятами, нашей страной. Еще раз мои поздравления. Желаю вам удачи. Мы всегда рядом с вами, словом, советом, поддержкой. Всем, чем можем, мы всегда поможем вам. Желаю вам удачи. Спасибо.